После того, как флаг был принят, вдруг развернулась такая обширная дискуссия, в которой говорили о цветах, о символах, спорили, насколько аргументированно, так сказать, тот или другой элемент флага. В общем, говорить о том, что такая дискуссия может быть научной, невозможно, потому что здесь не может быть никаких научных аргументов. Эти линии, скажем, на этом флаге могли быть поперек или вдоль, выше или ниже. Символ можно было выбрать какой-то, может быть, другой. Конечно, много всякого рода символов есть. То есть это не может быть спором, имеющим научное значение. Главное другое. То, что наша организация, Федеральная лезгинская культурно-национальная автономия, объявила конкурс, получила проекты, обсудила их демократическим путем и путем консенсуса выбрала вот именно этот флаг. Что касается вот символа, который вы видите на вот центре флага, компетентные академические ученые обнаружили не так давно печать албанского царя. Таким образом, поскольку Албания является первым исторически доказанным, исторически освидетельствованным государством, населенным лезгинским народом, поэтому мы выбрали именно этот знак. Это самый древний знак лезгинской государственности. Я думаю, что вот для меня, например, это самым важным является. Я думаю, что мы сделали правильно, что выбрали его. Конечно, он может производить впечатление немножко неожиданного, необычного. Действительно, он необычен, но на то он очень древен. Но я думаю, если мы будем чаще смотреть на свое знамя, то постепенно мы вдруг почувствуем, что уже другим мы этот флаг себе не представляем. Я убежден, что так и произойдет. Должно пройти время.